Здравствуйте, я Инора Кумышбекова. В условиях пандемии COVID-19 нами были разработаны рекомендации для юрточных лагерей с целью предотвратить заражение и распространение этого вируса. Необходимо разместить в наиболее видных местах и в каждой юрте информационно-образовательные материалы по новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанные Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. Также рекомендовано разместить баннеры с контактами территориального штаба по борьбе с COVID-19. Рекомендовано организовывать ежедневный входной фильтр для сотрудников. Необходимо 2 раза в день измерять температуру, желательно бесконтактным термометром, и заносить показания в специальный журнал. Руководитель не должен допускать к работе сотрудников при наличии у него респираторных симптомов вирусной инфекции – кашель, повышенная температура, слабость, головная боль. Необходимо организовывать полную изоляцию сотрудника на 14 дней. При заселении гостей рекомендовано проводить измерение температуры тела гостя бесконтактным термометром. Если использование бесконтактного термометра невозможно, используйте обычный термометр. После каждого замера температуры термометр необходимо обработать дезинфицирующим средством или салфеткой. Необходимо соблюдение социальной дистанции в 1,5–2 метра между сотрудниками и гостями, не создавать очередность, не допускать скопления людей. На входе во все помещения юрточного лагеря установить по возможности бесконтактный санитайзер или дозаторы с дезинфицирующим средством и информационные указатели по их использованию. На полу при входе в юрты необходимо устанавливать дезинфицирующие коврики. При невозможности использования ковриков возможно применение половых тряпок, вымоченных в растворе хлора. Весь персонал юрточного лагеря должен носить маски. Заселение в юрты рекомендовано проводить не более 1 человека в юрту, за исключением, если отдыхающие являются членами одной семьи. Возможно заселение по 2 человека, если это члены одной группы. Необходимо информировать проживающих гостей о проветривании юрт не реже 1 раза в 2 часа. Необходимо определить ответственное лицо для организации и проведения ежедневной, а по возможности 2 раза в день измерения температуры тел сотрудников и гостей туристического объекта. Рекомендовано наблюдение за общим состоянием персонала в течение дня. Рекомендовано ввести безналичную оплату. При наличной форме оплаты после проведенных манипуляций с денежными купюрами необходимо сразу вымыть руки с мылом или обработать их дезинфицирующим средством. Рекомендовано организовывать питание гостей преимущественно по принципу индивидуального обслуживания в юртах с целью максимального ограничения контактов. Тип завтрака «шведский стол» в настоящее время невозможен. Если питание организовано в столовой, необходимо, чтобы расположение столов было адаптировано к требуемому безопасному расстоянию в 1,5 метра. Посуду после использования необходимо выдержать в дезинфицирующем растворе в течение минимум получаса, затем тщательно вымыть в воде при температуре 50–60 градусов Цельсия. Сахарница, солонка, перечница заменяются одноразовыми аналогами, либо должны дезинфицироваться после каждого гостя. Рекомендовано проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Сначала необходимо вынести весь мусор, затем приступать к уборке. Очистка юрт должна проводиться от самого чистого участка до самого грязного участка. Также уборка проводится сверху вниз. Очистка должна начинаться с тщательной дезинфекции всех элементов управления и контактных поверхностей. Это включатели, дверные ручки. Команда, которая будет отвечать за уборку текстиля в комнатах, не должна встряхивать простыни. Их необходимо скручивать снаружи вовнутрь.
Помещение тщательно очищается, проветривается и дезинфицируется до прибытия гостя. Необходимо организовывать вынос ковров и шердаков на яркое солнце для их просушивания и природного обеззараживания. Белье следует стирать при температуре не ниже 60 градусов Цельсия в течение 30 минут. В общественных туалетах необходимо обеспечить достаточное количество мыла, бумажных салфеток и мусорных ведер. Рекомендуется общественные туалеты дезинфицировать через регулярные промежутки времени, не реже, чем 1 раз в 4 часа. В случае появления симптомов инфекционного заболевания во время пребывания гость должен немедленно сообщить об этом администрации. Он должен быть изолирован в отдельной юрте с контейнером с биологическими отходами, термометром, водой, набором продуктов питания и защитными материалами, ожидая прибытия медицинских специалистов для транспортировки заболевшего гостя. Строгое соблюдение всех этих рекомендаций позволит нам остановить распространение этого вируса и победить болезнь.